эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В России введен особый противопожарный режим на майские праздники. РЖД направит 15 миллиардов рублей на железнодорожную инфраструктуру участка Бестужево-Нерюнгри. Боксер из Якутии завоевал бронзовые медали чемпионата России по боксу среди молодежи в подмосковном Серпухове. В майские праздники установлен особый противопожарный режим в России. Он включает запрет на использование мангалов, разведение костров, сжигание травы и мусора. Об этом предупреждают Рослесхоз и авиалесоохрана. Традиционно многие устремляются на дачи, в леса, что приводит к всплеску рукотворных палов, травы и лесных пожаров. Чтобы снизить риск возгорания, регионы усиливают патрулирование природных территорий. Наземные лесопожарные службы, федеральные и региональные подразделения авиалесоохраны и команды пожарной охраны приведены в режим повышенной готовности. Хвост ледохода на реке Лени находится в 102 километрах ниже населенного пункта Жигалово в районе Коношаново. Динамика за сутки 32 километра. Голова ледохода находится в районе города Усть-Кут. На протяжении 621 километра отмечается открытая вода от устья реки Лены до Коношанова. На протяжении 267 километров отмечается ледостав с полыньями до 70%, редкий ледоход 20%. На реках западных и верхнеленских районов области наблюдается чистая вода. Остаточные забереги, местами ледоход до 50%. Ледостав с полынями и закраинами от 30 до 50%. На реках центральных и северных районов области ледостав с закраинами и полынями от 10 до 50%. Местами подвижка льда, вода на льду. В Якутске состоялся очередной ночной рейд по питейным заведениям. Так, административная комиссия совместно с добровольцами и сотрудниками полиции проверила работу 16 объектов. Выявлено 8 нарушений указа главы, согласно которому предприятия общественного питания должны закрываться в ночное время с 12 ночи до 6 часов утра. Составлено 3 акта, при этом рейды проводятся ежедневно. По словам представителя административной комиссии, в среднем нарушения фиксируются в более чем 5 заведениях. Дни будем проверять каждый день. У нас в день выходит порядка 20 объектов общественного питания. Это ночные заведения, а также так называемые лжекафе, то есть которые осуществляют продажу именно после 8 на вынос. Это у нас примерно выходит где-то 4 нарушения во время рейда, одного рейда в ночное время. Бывают моменты, когда, допустим, они соблюдают все меры, но бывают, допустим, праздничные дни, допустим, в эти дни плохо, что именно где-то 7-8 нарушений. Кражи и угоны – самые распространенные преступления среди несовершеннолетних ленчан. И все эти правонарушения происходят в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому ленские полицейские делают упор на профилактические меры. Так, они регулярно проводят рейды по торговым точкам с целью выявления фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Подробности у Анны Кожевниковой. Берут с поличным продавцов. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних борются с продажей алкоголя своим подопечным. В этом году увеличилось количество фактов такого рода правонарушений. В прошлом году за 3 месяца было выявлено 1 факт продажи несовершеннолетним. В этом году уже было выявлено 2 факта продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. То есть у нас продавцы допускают грубые нарушения, не интересуются возрастом, не спрашивают у несовершеннолетних паспорт, сколько им лет. Именно профилактические меры дают положительный результат в работе по предотвращению малолетней преступности, так как практически все правонарушения подростки совершают в состоянии алкогольного опьянения. На сегодняшнюю дату зарегистрировано 5 преступлений, совершенными несовершеннолетними. Плюс имеются у нас из этих 5 4 повторности, то есть это несовершеннолетние, которые уже находились под следствием, под дознанием. И, будучи под следствием, совершали повторное преступление. Конечно, привлекают к ответственности и родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей. Этим занимается комиссия по делам несовершеннолетних. Так, совместными усилиями работают службы профилактики. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
Компания «Российские железные дороги» направит 15 миллиардов рублей на расширение участка Бестужево-Нерингри. Это позволит повысить провозную способность до 27 миллионов тонн в год. Работы будут проводиться в рамках инвестиционной программы до 2025 года. Средства будут направлены на реконструкцию 9 разъездов. В прошлом году на обустройство и реконструкцию железнодорожного полотна в республике РЖД направила более 1,5 миллиарда рублей. В данный период отгрузка составила более 4,5 миллионов тонн грузов, основной из которых уголь. За высадку из транспорта детей и безбилетников введут штрафы. Соответствующий закон вступил в силу 1 мая. Речь идет о незаконной высадке детей и подростков, которые ехали в общественном транспорте без сопровождения взрослых. Водителю, который заставит ребенка, не оплатившего проезд, выйти, придется заплатить 5000 рублей. Для кондукторов и контролеров взыскание составит от 20 до 30 тысяч. Административное наказание позволит предотвратить возможные трагические последствия таких действий. Айхальцы недовольны установкой общедомовых приборов учета. Жители поселка возмущены. Приборы установили, а порядок с внутридомовыми сетями не навели. Распределят между жильцами и затраты на приобретение приборов. Оксана Мезенцева разбиралась в ситуации. Сначала сделать, чтобы нигде ничего не текло, а потом устанавливать счетчик. Во дворе одного из многоквартирных домов в Айхале многолюдно. Жители недовольны установкой общедомовых приборов учета воды. Организовали собрание. Пригласили представителей обслуживающих организаций. Жильцы возмущены. Счетчики на воду установили, а порядок с внутридомовыми сетями не навели. Аварии на сетях или проливы воды в канализацию в зимний период – дело обычное, говорят собственники квартир. Теперь за такой объем потребления воды, точнее за общедомовые нужды, будут платить жильцы. К тому же между ними распределят и затраты на приобретение приборов учета. Комплекс работ, также проектирование, строительно-монтажные работы, стоимость доставки этих материалов. И стоимость она колеблется на один узел, на один дом около 2 миллионов рублей. Приборы приняты в эксплуатацию в 8 многоквартирных домах Айхала. Их установили сотрудники предприятия тепловодоснабжения. В организации пояснили, действовали по закону. Приборы учета были обязаны установить. Так как собственники не исполнили это обязательство, установка общедомовых приборов учета возлагается на ресурсоснабжающую организацию. И в исполнении законных требований по установке приборов учета препятствовать им никто не может. Единственное, что смогла сделать администрация, это главой поселка в марте 2021 года издано распоряжение об обследовании сетей водопровода и отопления домов улицы Советская перед вводом приборов учета в эксплуатацию. Ответственный за эксплуатацию, обслуживание и содержание приборов – айхальское предприятие жилищного хозяйства. Один прибор учета стоит около 500 тысяч рублей. В каждом доме установлено несколько. Показания с устройств передаются в ПТВС посредством сигнала GSM. Жильцы пока 3 домов уже получили отдельные квитанции. Квитанция рассчитана на оплату в течение 5 лет, 60 месяцев равными суммами. И также имеет информацию о полной стоимости затрат по установке общедомовых приборов учета. То есть потребитель может оплатить как единовременно сразу, так и с рассрочкой. Все разъяснения по начислениям в квитанциях жители могут узнать в расчетно-кассовом центре Айхальского отделения ПТВС. Контактный номер указан на экране. В обслуживающей организации готовят к выпуску памятки для собственников жилья. В листовке войдет информация о расчетах на затраты по ресурсам, как оплатить услуги и другое. Позволит фактически определить количество ресурсов, которые тратятся на дом, и в качестве отопления, холодного, горячего водоснабжения. Ежемесячно начисление производим по холодной и горячей воде на основании общедомовых приборов учета. По отоплению перерасчет будет произведен 1 раз в год по его окончании. Программа по установке общедомовых приборов учета в Айхале рассчитана до 2023 года. Всего приборы учета установят в 35 домах, в том числе и в деревянных многоквартирных жилых строениях. В ближайшее время приборы учета установят в домах по улицам Кадзова и Энтузиастов. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Сегодня у православных христиан Пасха – праздник, также известный как Светлое Христово Воскресенье. Под звон колоколов Преображенского собора горожане собрались на освящение крашеных яиц и куличей. В этом году, когда пандемия еще не закончилась, обряд освящения пищи на улице – обязательная рекомендация для всех храмов. Сегодня почти у всех прихожан пожелание одно – чтобы вирус поскорее ушел. Христос воскрес! Что я желаю всем нашим горожанам? Здоровья всем,
чтобы никто не болел. Взаимопонимание. Чтобы люди добрые были друг к другу. Самый светлый праздник. Поэтому готовили своих детей тоже. Это торжество над смертью. Это понятие очень большое имеет значение. Мы вот сегодня пришли в этот праздник осветить это все, чтобы вместе собраться с родными за праздничным столом. Всех горожан и гостей столицы мы поздравляем со светлым праздником Пасхой. Христос воскресе! Якутские игры «Манчары» презентовали в Москве. Там состоялся Всероссийский форум «Спортфорум Лайв». Он объединил экспертов и специалистов спортивной сферы, представителей федеральных и региональных органов власти. Особый интерес у участников вызвали национальные виды спорта народа Саха. В рамках форума было подписано соглашение между Министерствами спорта Якутии и России в части реализации проекта «Спорт Норматур». Теперь с нашей республики начнется всероссийский тур по стране, который направлен на продвижение и развитие массового спорта, а также создание и улучшение условий для занятий физической активностью всех жителей страны. И этот старт возьмет с села Бердикистях Горного Улуса с 6 по 11 июля этого года. Боксер из Якутии стал бронзовым медалистом молодежного чемпионата России. Накануне Валерий Талбан-Егоров в весе до 49 килограммов уступил в полуфинале сопернику из Дагестана. Таким образом, Егоров стал обладателем бронзовых наград и призовых в размере 125 тысяч рублей. В турнире, который в эти дни проходит в подмосковном Серпухове, участвуют более 200 сильнейших боксеров из 53 регионов страны. Призовой фонд чемпионата России среди молодежи составляет 17,5 миллионов рублей. Молодежная сборная Якутии по вольной борьбе завоевала 7 медалей международного турнира памяти Романа Дмитриева. Из них 3 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых. В категории до 57 килограммов золотой медалью турнира отметился сунтарский борец Харысхал Григорьев. До 61 килограмма у Якутии сразу 2 медали. Победителем стал Александр Иванов. Олег Фомин отвоевал бронзовую награду. Андриан Ленский смог стать бронзовым призером в весе до 74 килограммов, где шла борьба по круговой системе. Еще одно золото турнира принес Данил Иванов из Хангаласского улуса. Он выиграл конкуренцию в категории до 92 килограммов. Здесь же бронзовым призером стал его товарищ по команде Сергей Николаев. Среди супертяжеловесов второе место занял Эдуард Максимов. На этом у меня вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.